Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Life. Сегодня мы с вами поговорим на почти индивидуальном раскладе на одну позицию о вашей тревоге. Если у вас внезапно ни с того ни с сего возникает тревога, откуда она взялась и что с этим делать. То есть мы разберемся в этой вашей тревоге с помощью карт Таро и поймем, ее какую-то природу, да. Я думаю, что каждому человеку, вот как ему выгодна болезнь, так ему и выгодна тревога. Поэтому мы с вами вот будем сейчас разбираться с этой тревогой, и тогда поймем, в чем вы с этой тревогой связаны, тогда как вы к ней привязаны, к этой тревоге. И раз у нас это расклад на одну позицию, я дам вам выбрать камушек. Сначала мы с вами сейчас послушаем послание высших сил. Пока перемешиваю колоду, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, поставьте лайк этому видео, а после просмотра пишите комментарий. Итак, послание высших сил для вас. Давайте сдвигать 3 раза. 1, 2 и 3. Что там на дне колоды? А на дне колоды у нас король мечей. Кстати, он часто попадается в послании высших сил. Карта говорит о том, что какой-то мужчина стучится к вам в дверь, король пик, да? Важный человек, но в чем-то он, конечно, и негативный бывает. То есть у него сложный характер, строгий человек, мужчина. Стучится к вам в дверь и будет о чем-то с вами скоро разговаривать, общаться. К скорой встрече, к скорому взаимодействию, конечно. Он тут у нас появился. Итак, давайте разберемся в вашей внезапно ни с того ни с сего возникшей тревоге и что вас беспокоит на самом деле. Итак, выбор между камнями. Выбор между камнями. Выбирать будем между амазонитом, вот наш амазонит, и лазуритом. Вот какой из этих камушков я загадала, и вы должны угадать, если совпадет с тем, что я загадала, расклад точно ваш. Если даже не совпадет, расклад может быть вашим, если вас при выборе камушка подвела интуиция. Поэтому проверьте и начните смотреть. Если почувствуете, что ваше, будете смотреть дальше. Нет, значит нет. Ничего страшного. Итак, даю вам минутку. И я загадала лазурит. Если вы тоже загадали лазурит, расклад точно ваш. Итак, тревога. Вот возникает тревога, особенно бывает вечером, в дороге, по утрам, ночью. Вот у кого как, да? Такие вот времена, когда человек сам себе бывает предоставлен или чувствует себя немножко нестабильно. Вот в чем причина? Давайте посмотрим сначала природу вашей тревоги. Какая у нее природа? Природа — это 5 пентаклей. Ох, любите вы у меня эту карту. 5 пентаклей — карта, показывающая, что природа именно вашей тревоги лежит в неприкаянности. Вот когда-то вы себя почувствовали неприкаянным человеком, который остался как будто бы сиротой. И, конечно, это нестабильное состояние вы несете в себе сквозь года. Это могло в детстве быть какая-то психологическая травма. Это могло быть в взрослом возрасте. Могло предательство быть. Или вы так поняли неправильное поведение ваших родителей. Родители оставили вас. Вот вы как сирота себя чувствуете подсознательно, несмотря на то, что у вас могут быть вполне живые родители, но вы себя все равно чувствуете сиротой, осиротевшим человеком. Тот, кто никому не нужен, предоставлен сам себе, идет по жизни пусть с кем-то за руку и нужен даже вот этому кому-то, да, но у этого кого-то тоже такое же положение, нестабильное, и вы оба, значит, нестабильные.
Поэтому вы себя ощущаете брошенным человеком. Подсознательно природа вашей тревоги очень сильно завязана на то, что вы не умеете крепко стоять на ногах. Вы не чувствуете никогда уверенности в своих силах. Вы не чувствуете никогда поддержки, даже если она явная от людей. Вы им не поверите, что они поддерживают вас. Вы им не доверяете. Вы можете доверять кому-то, кто очень похож на вас, но он такой же. То есть вы такие оба объединились и не доверяете. И вы не чувствуете в этом человеке достаточную поддержку, потому что он не такой сильный, как другие люди. Вам кажется, что вы как два зеркала друг друга, да, отражаете, и не более того. Он просто слился с вами, этот человек, он такой же, либо вы вообще одиночка. И вот кому-то вот этот такой же человек, это может быть ваш ребенок или ваш партнер, партнерша. Но в самом этом бренном мире вы оба тогда, да, ощущаете себя сиротами как бы. Вот понимаете, сиротами, людьми неприкаянными, или нищими, или как больными, или теми, у кого нет будущего, вот будто из низших слоев общества. Вот что-то, мол, вам не так кажется, что вы не такой достойный человек, как другие люди. Это корень вашей тревоги. Вас это тревожит. Вы не чувствуете, что в вашей жизни что-то будет хорошее. Конечно, это вас тревожит. Мол, так вот и я и кану в лету, да? Так вот, был неприкаянным человеком и останусь. То есть вы просите подсознательно помощи у высших сил, но вам даже не кажется, что они вам помогут. Мол, вот я совсем такой особенный человек, который совершенно, даже высшие силы его не принимают, как кого-то, кому он будет нужен в этом мире, как бы, что у него нет какой-то той миссии, которая была бы действительно достойной. Ваша ли это тревога вот такая, или это эмпатия? Может, вы это от кого-то чувствуете, просто перенимаете его тревогу, да, его мысли вот такие, что вот он неприкаянный. Может, это не ваше вообще. Карта суд. Нет, это ваше, абсолютно ваше. И причем вы то же самое чувствуете, как я вам выше сказала, через некую кармическую связь. То есть это ваша тревога, но и кого-то, кто с вами по карме связан энергетически. Вы чувствуете себя и его, этого человека. Вот я говорю, как, допустим, любимый человек, ребенок, кто-то вот, кто является похожим на вас. И, соответственно, суд говорит о том, что да, это ваша личная тревога. И связана она с тем, что у вас есть диссонанс с высшими силами. Вы считаете, это ваша во всем миссия, вина, действие. А Бог тут вообще никак не завязан, он ни при чем в вашей жизни. Но на самом деле Бог иногда закрывает нам глаза своей рукой, чтобы мы что-то не увидели. Вот представьте, идете вы по улице. Вот сегодня увидела комментарий там на канале, да, как вы можете такое говорить, что нашу вину должен взять на себя Бог, и что Он все это делал. Нет, мы это делали. А теперь представьте, идете вы по улице. Бог закрыл вам глаза, и вы случайно наступили на улитку, и она умерла. Вам кажется, улитка, ну что такое? Ну я их миллион раздавила, ерунда. Но на самом деле это живое существо. И представляете вообще, как ему было больно, этому живому существу? Что вы его убили ногой. Оно могло даже еще трепыхаться, быть живое. Вы прошли мимо, даже не заметили. Бог закрыл вам глаза. Улитка должна была умереть, а вы ее не увидели. Вы могли так наступить на чужого ребенка, на ногу ему могли наступить, палец сломать. Могли? Могли. И вы говорите, вот это я сделала. Но Бог закрыл вам глаза, вы не увидели ребенка. Вот, и это не только ваше действие. Ребенку нужно было этот палец, значит, отдавить. Понимаете? Улитку нужно было раздавить. Для чего-то. Бог так захотел. И понимаете, у вас такой диссонанс с высшими силами. Это все делаю я. Я виноватый человек. Я не заметил улитку. Я отдавил палец ребенку. И я буду нести за это крест, свою ответственность. Меня надо за это уничтожить. Понимаете?
Вы себе эту установку такую даете всю свою жизнь. Меня надо за это уничтожить, покарать. Причем она у вас установка, она может не в мозгу сидеть, а подсознательная быть. И вы себя можете обвинять за все, за все, что только происходило, что другой бы посчитал человек ерундой. Естественно, тревога у такого человека нарастает все больше, больше с каждым днем. Что хочет вам сказать ваша тревога? Что она хочет вам сказать? 8 мечей, что вы сидите в тюрьме, в заточении, что вы сами себя ограничиваете от жизни. Вот не боялся бы человек летать на самолете, уже весь мир бы облетел, и деньги у него есть, и хорошая профессия, и жена, и дети, и дом. Но он не может никуда поехать, только на поезде. А самолет, который за час преодолевает расстояние, которое 2 дня нужно на поезде ехать, он не может освоить, он его боится. Что такое 8 мечей? Вы держите себя в тюрьме своей тревоги. Она вам не дает нормально жить. Вот человеку, который боится на самолете летать, тревога не дает путешествовать по миру. Не дает повидать другие страны. А ведь он так мечтает об этом, но сидит в тюрьме. А ведь это всего лишь иллюзия. На самолетах не разбиваются люди, потому что это редкость. Самый безопасный транспорт в мире – это самолет. Он безопаснее автомобиля в 84 раза. Каждый день миллионы, миллиарды перелетают на самолетах. Все небо, если сейчас включить карту эту, да, интерактивную, где показано, сколько сейчас в небе самолетов, вы очень удивитесь. Весь мир покрыт путями самолетными. И сейчас в воздухе тысячи самолетов. Прямо сейчас вот я говорю с вами, а в воздухе тысячи самолетов. То же самое с вашей тревогой. Вы могли бы радоваться, вы могли бы зарабатывать, вы могли бы быть красивым, здоровым, приятным человеком, выйти замуж за достойного мужчину или жениться на красивой женщине, жить в красивом большом доме. Но вам этого ничего не доступно, потому что вы придумали свою тревогу и не можете освободиться из ее тюрьмы. Она вам хочет об этом сказать. Ты не можешь от меня освободиться, я твоя тюрьма. Какую важную потребность... Так, что-то у меня тут падает. Не буду открывать. Это не тот расклад, где их надо открывать. Какую важную потребность вы игнорируете? Какую важную потребность вы игнорируете? Так, тут у нас, значит, есть всадник жезлов. У вас есть важная потребность удовлетворить свои амбиции, быть лидером. Вы игнорируете эту потребность. Вам кажется, что вы больше не победитель по жизни. А вам очень хочется, на самом деле, подсознательно всех своих конкурентов обойти. Показать им, кто здесь в доме хозяин. Но кто-то подрезал вам крылья. Или сделал неправильные подковы в копытах у вашей лошади, да? И вы не можете так скакать, как раньше хотели бы скакать или могли. Скажите, хвалили ли вас в школе? Скорее всего, да. И говорили, что вы как раз-таки очень способны и очень даже лучше других людей. Но потом ваша тревога одолела вас. И вы сказали себе: нет, я не лидер, я не победитель по жизни. Я не смогу побороть своих конкурентов, обойти их в соревнованиях. Я буду в самом конце. То есть важная потребность побеждать и быть лидером у вас есть. Ваши амбиции у вас есть, да, вы считаете на самом деле подсознательно себя так-то лучше других, но вы себе этого не позволяете. Какая ваша часть нуждается в вашей поддержке сейчас? Опять же, у нас есть рыцарь, рыцарь кубков. Вы знаете, кто такие рыцари? Это благородные люди, они защищают слабых, они здесь вот видите, это заботливые рыцари, они дарят своим дамам подарки, оказывают знаки внимания, романтичные натуры, да? Вот вы свою романтичную часть натуры, вы сейчас ее как-то берете и задвигаете на задний план. Она так нуждается в вашей поддержке.
Также вам вот нужно понять, что вы романтик по жизни, вы должны идти по пути своего сердца. Поддержите в себе это, поддержите. У вас 2 рыцаря выпало. Вы, значит, человек смелый, человек-лидер. Можете совершать импульсивные поступки, можете делать смелые шаги в жизни, говорить то, что думаете, признаваться в любви, признаваться в своих, может быть, ошибках и также иметь большое счастье заниматься любимым делом. Вы все это можете, но вы не поддерживали в себе это. Вот возьмите, поддержите в себе рыцаря кубков, влюбленного в эту жизнь романтика. Какая ваша вторичная выгода находиться в тревоге? 5 жезлов. А вы как-то с кем-то спорите. То есть вам выгода доказать кому-то что-то. Вы хотите с помощью тревоги и ваших страданий, вы хотите что-то кому-то доказать. Вот посмотри, как я страдаю. Вот посмотри, как я тут мучаюсь. Вот кому-то вы это хотите продемонстрировать. В этом проблема. Это ваша выгода прям. Что человек этот увидит и поймет вот что-то. На самом деле, конечно, это не так. Как вы можете помочь себе прямо сейчас? Давайте посмотрим нашу последнюю карту. Как вы можете себе помочь прямо сейчас? Карта смерть. Вам нужно неизбежно взять и похоронить ваше прошлое. Вот попробуйте, знаете, как сделать? Во-первых, вот чего вы кому хотите доказать? Найдите этого человека. Будь то ваш отец, ваша мать, учительница по английскому языку или еще кто-то. Отпустите этого человека. Вы можете даже похоронить образ этого человека, именно которому вы в какой-то сцене хотите что-то доказать о себе. Похороните ваше прошлое. Оно прошло, оно никогда больше не вернется. И вот где-то вас в прошлом, вам подрубили, так скажем, крылья, да? Вам сказали, что вы не можете, вы хуже других. Вот кто-то где-то это вам сказал. Возьмите, похороните этот момент. Вот возьмите, закопайте вашу тревогу. Попробуйте изготовить вашу тревогу. Ну вот возьмите, сделайте ее там куклу этой тревоги. Куклу Вуду вашей тревоги, да, или там славянскую куклу. Попробуйте или включить тревогу в какой-то предмет. И возьмите, либо сожгите этот предмет, либо закопайте его в землю, чтобы он там растворился, главное, разошелся. Вот если это кукла, ее нужно, наверное, сжечь, да. Главное, на перекресток не бросайте, вы же кому-то отдадите, это будет черная магия. И тогда вас точно накажут высшие силы. А вот если вы просто на благо всего сущего сожжете, похороните, вот знаете, вот вам нужен такой обряд сделать, чтобы вы от этого избавились. Сказали, я отпускаю свою тревогу, я ее хороню, я ее жгу, я от нее избавляюсь раз и навсегда. Можно камень обвернуть листком, где написано тревога, да, что вас тревожит. Обверните камень тяжелый и бросьте в море, в озеро, чтобы разошлось вот оно. Но главное, бросайте так, чтобы камень, правда, ушел под воду вместе с листком, чтобы листок этот не оторвался от камня и не поплыл куда-то. Пусть его прибьет ко дну, и он там потихоньку разъедется, растворится. Хотя бы так можно сделать. Но вы можете помочь себе прямо сейчас только тем, чтобы взять и отпустить это. Вот представьте, что оно умерло, это в вас. Вот эта тревога, она умерла. И вы же не можете за нее больше цепляться. Она должна умереть и уйти. Если какой-то человек вас тревожит, отпустите его, пусть он умрет прямо сейчас в вашем подсознании. То есть он пусть живет, конечно, сколько угодно, но для вас этого человека больше не существует, не существует. Вы даже потом можете через много лет снова с ним познакомиться, скажете себе, что это вообще другой человек уже, но пока вас кто-то тревожит, пока кто-то вас беспокоит, да, кому вы хотите что-то доказать,
Срочно этого человека отпускайте, хороните, там, не знаю, что угодно делайте, но чтобы его в вашей жизни не было. Потому что этой ситуации не должно быть, вы не сможете жить, вы как в тюрьме находитесь, нормально не сможете реализоваться. А вам это очень необходимо, потому что вы благородный рыцарь, который может помочь людям, как Робин Гуд, который может идти по пути своего сердца, получить огромный свой потенциал, реализовать его, да, обрести свое предназначение в жизни, завоевать этот мир, покорить его своей харизмой. Вот, вы, в общем, замечательный человек, но вам просто нужно вот взять и отпустить вашу тревогу. Ну, вот такая вот у нас, вот такой вот у нас сегодня был расклад. Напишите свое мнение. И всем пока, до новых встреч!